Мындан бир нече жыл мурун Түгөлбай Казаковдун «Жамгыр төктү» аттуу ырын 3 тилде ырдап элдин алкоосуна арзыган Юлия Рудская аттуу ырчайымды таанысаңыз керек. Юлия Рудская туулган күнү 14-май. Төрөлгөн жери Витебск шаары, Беларусь. Билими Борбордук Азиядагы Америка университетинин эл аралык мамилелер факультетин аяктаган. Хоббиси жаратылышты сүрөткө тартуу. Учурда жеке ырчы. Репертуарындагы ырлары «Жамгыр төктү», «Кызыл гүл», «Аппак сүйүү» жана башка. Өзү Беларусь улутунан болсо дагы кыргыз тилинде ырдап, Кыргызстандын атынан көптөгөн сынактарга катышып, экинчи мекенин атын алыска таанытып жүргөн Юлия Рудская быйыл Суперинфонун тандоосу боюнча жылдын супер ырчайымы наамына талапкер. До сих пор у меня нет никаких ни грамот, ни даже отличника культуры, никаких званий в Кыргызстане, хотя на международных конкурсах, на международной арене уже в моей творческой биографии более 15 наград, из них два гран-при на конкурсе в Молдавии и в Македонии, приз зрительских симпатий в Италии, второе место на Мальте. То есть уже достаточно такой богатый багаж. Мне приятно было услышать о том, что меня номинировала газета «Суперинфо», потому что это впервые. Очень почетно быть даже в числе номинантов. Это показывает, что значит я на правильном пути, и то, что приятно, что значит то, что я делаю, значит это оценивают, значит это достойно какого-то внимания, да. Талапкерлердин катарында болуу мен үчүн сыймык деп кубанычын жашыра албай, Юлияйым кепти өзү үй бүлөсү тууралуу улады. Я родилась в Беларуси, в городе Витебске, где проходит известный славянский базар, известный конкурс. Когда мне было 5 лет, мы переехали с родителями. Мой отец на тот момент был министром легкой промышленности. Его перевели, Советский Союз перевел его тогда на повышение. И Москва направила, получается, из Белоруссии в Кыргызстан поднимать легкую промышленность Киргизской ССР на тот момент. Мы уже остались здесь. Я закончила школу, пошла учиться в университет. Соответственно, уже начала какую-то карьеру, и поэтому было сложно уже что-то поменять. В детстве, в школе я была очень застенчивым ребенком. Больше того, я до сих пор достаточно застенчивая девушка, и те, кто близко меня знает, они умиляются с удивлением, что человек уже публичный, да, и порой узнаваемый, до сих пор может еще оставаться застенчивым и стеснительным. У меня есть сестра, родная сестра, она почти на 7 лет старше, она живет в Беларуси, в городе Витебске. Я гражданка Кыргызстана, и когда такой вопрос стал, когда папа был дипломатом, стоял вопрос о том, получать мне гражданство белорусское или кыргызское. И поскольку я приняла решение оставаться учиться здесь и поступать в американский университет, идти учиться здесь, то как бы само собой уже все решилось. Интеллигент үй бүлөдө төрөлүп, чоңойгон кыз алгач чыгармачылык жөнүндө ойлонбостон атасынын жолун улап, дипломат болууну кыялданчу. Бирок көөдөндөөгү талант тынчтык бербей чыгармачылыкка ооп кеткен. Мухтарова Хусейна Мухтаровича, народного артиста СССР, замечательного баса. На первом курсе подошел в коридоре и сказал: девочка, иди сюда, мне кажется, у тебя есть данные, у тебя есть талант. Я преподаю вокал, приходи ко мне заниматься. Я начала брать уроки вокала, и оказалась у него одной из таких любимых учениц. Всегда пела живьем. На тот момент у меня вообще даже очень долго не было фонограмм, и столкнулась даже с таким нонсенсом, что когда я пришла, впервые меня пригласили на телевидение, на КТР, концерт, и меня спросили фонограмму, я сказала: у меня нет фонограммы, я всегда пою живьем. И они сказали: нет, как бы там технические возможности не позволяют. Начала я петь, изначально я начала петь на английском языке, как я сказала, кавер-версии Лары Фабиан, Уитни Хьюстон. Потом появилась песня на турецком языке, на испанском языке. Только позже появилась на русском языке. И потом вот я услышала песню «Жамгыр» Түгөлбая Казакова. Позвонила, сказала: я, там, Юлия Рудская, там, студентка такого-то университета, хотела бы исполнить вашу песню. Я ее услышала, мне очень понравилось. С теплотой храню в папке дома, на полочке. Написал ноты от руки и написал «Для Юлии». И вот на тот момент никому неизвестной девушке он дал вот свою песню, и с тех пор вот первый самый мой клип появился на песню «Жамгыр».
именно я исполнила на его творческом вечере эту песню. Причем, по его словам, было очень много желающих спеть из наших очень именитых музыкантов, но он отдал предпочтение мне. Буквально недавно Тугульбай Байке позвонила и сказала: Юлечка, я хотел попросить, чтобы ты Джамгыр сделала полностью на английском языке и исполняла ее на английском. То есть, но для меня выше оценки, чем благодарность и одобрение самого автора, тем более песни, которая заслужила такое почтение и уважение, да, уже десятилетиями, для меня это самое дорогое. As flying birds, yes, fly away, knowing no stops, might be falling rains on rainy days, might reminisce our first love in our memories. Gün gürkürüp jamgır töktü, ошол күнүм кайда кетти, жаштыгымдай же кечеги кайрылбай кетеби. Нурак Абдрахманов нашел меня. В этом году в начале года у него был творческий вечер, и оказывается, он слышал ему говорили о том, что я пою на Джамгыр Тугульбая Казакова на 3 языках, и вот к творческому вечеру он захотел сделать свою песню «Аппаксию» на 3 языках. Я послушала эту песню, она мне понравилась. Я исполнила, она вызвала бурную реакцию зрителей, аудитории на тот момент. Я даже этого не ожидала. Эту песню создавали, получается, белоруска, исполняла белоруска, аранжировку делал Александр Юртаев, русский, клип снимал Александр Белов, опять же русский, платье создавал казахский дизайнер Ая Бапани. То есть это такой совершенно международный тандем, но автор, конечно, Нурак Абдрахманов, исконно да, кыргыз. Кыргыз тилинде ырларды катырардаган ырчы кыргызчада сүйлөсө керек деген ой жаралат. Кыргыз тилин толук түшүнөм деген Юлия Айым сүйлөй албаарын билдирди. Бирок кыргыз элине байланыштуу салт санааларды сыйлаарын айтып бизди сүйүндүрүп өттү. Очень часто многие из любопытства пытаются проверить. Кто-то на улице прохожих, узнающих меня, кто-то из коллег где-то в кругу, в какой-то компании, когда сидим, они начинают обращаться ко мне на кыргызском языке. На самом деле я понимаю кыргызский язык, но говорить для меня сложновато. Очень уважаю традиции людей, которые меня окружают. В частности, страны, в которой я живу. И, собственно говоря, и кыргызский язык я стала изучать из тех соображений, что не из-за того, что я захотела на нем петь, а из-за того, что мне очень хотелось понимать, что вокруг меня говорят, чтобы чувствовать себя комфортно. Кепти жеке жашоосу жөнүндө улаганыбызда жүрөгүнүн нээси бар экенин билдирип, төмөндөгүлөргө токтолду. Мы сейчас присматриваемся друг к другу. В жизни есть много разных ситуаций, которыми мы все проверяем друг друга, и какие-то интересы, какие-то жизненные ценности порой расходятся. И поэтому это нормально, когда мы ищем того единственного, того самого человека, который должен быть с нами и быть с нами по жизни. Почему еще не вышла замуж? Потому что мне очень хочется, чтобы это было один раз и на всю жизнь. Куда я боюсь? Он должен быть моим вдохновением, он должен быть умнее меня, мудрее меня, интереснее меня, чтобы рядом с ним я видела, что мне еще очень много куда нужно расти, стремиться к чему, работать над собой. Он должен быть таким определенным стимулом для меня, хорошим стимулом. Эгерде башка улуттун өкүлүнө турмушка чыгып калсам, салт санаасын карманууга даярмын деп кошумчалап өттү Юлия Айым.
если того требуют первоначальные какие-то традиции, то есть я достаточно гибкий человек и дипломатичный по своему характеру, и поэтому если я люблю человека, если я с уважением отношусь к нему, к его родителям, к его родственникам, то значит я и с уважением отношусь к его праздникам, к его традициям. Конечно, безусловно, я буду ждать такого же уважения и такого же отношения к моей семье, к моим близким и к моим традициям. То есть это очень хочется, чтобы это было всегда обоюдно. Сөз аягында Юлия айымга жеке жашоосуна ийгилик жана дагы чыгармачылыгында жетишкендиктер болсун дегибиз келет.